Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. На днях в Якутске откроется новый кардиососудистый центр, который обещает стать одним из лучших учреждений здравоохранения на Дальнем Востоке. Какова степень готовности нового медицинского учреждения республики, мы узнаем у гостя студии Станислава Жиркова, генерального директора Республиканской больницы номер 1 Национального центра медицины. Станислав Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Какие задачи призвано решать новое подразделение медцентра? В 2019 году, благодаря нашему главе Айсену Сергеевичу Николаеву, был начат проект строительства нашего нового кардиососудистого центра. Основной целью нашего кардиососудистого центра – это снижение смертности от болезней системы кровообращения. И, конечно же, новый виток развития новых технологий по профилю, именно кардиососудистому профилю. Общая площадь восьмиэтажного кардиоцентра составляет более 20 тысяч квадратных метров. Это впечатляет. Какие будут возможности у центра? Наш кардиососудистый центр будет в структуре Национального центра медицины Республиканской больницы номер 1. Здесь укомплектованы основные отделения. Отделения сформированы путем слияния нескольких медицинских организаций. У нас часть сотрудников и отделений переезжает с Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи. И основные якорные отделения, конечно, они будут представлены и руководителями, и отделением нашего Национального центра медицины. Это отделение кардиохирургии и отделение кардиологии. Так, как будет оснащен технический центр и как введенные санкции отразятся на расходных материалах оборудования центра? Как выше сказано, действительно наш центр это уникальный, он укомплектован уникальным оборудованием, это флагманское оборудование. В основном они представлены компанией Philips и Siemens. Это наши гибридные ангиооперационные, где мы можем проводить без разреза путем сосудистого доступа, проводить кардиохирургические операции. Это начиная от стентирования, коронарографии, ангиопластики, а также мы в последующем уже сейчас будем с институтом Склифосовского, который сейчас у нас является научно-методологическим и практическим центром в сопровождении нашего центра, мы будем внедрять также пластику клапанов сердца. А сколько пациентов сможет принимать центр ежегодно? Всем ли категориям населения будет доступна помощь? Здесь будет два потока. Это первый основной поток, это скоропомощной поток. Они будут поступать путем, через станцию скорой медицинской помощи. Это острые состояния. Здесь будут острые инфаркты миокарда и острые нарушения мозгового кровообращения. На сегодня мы укомплектованы специалистами, и наши специалисты уже были по государственному заказу за 2,5 года направлены на обучение, сейчас вернулись и уже начали работу в новом центре, начинают работу. А сократится ли время ожидания у тех, кто ждет операция на сердце планово? Будут ли оказываться платные услуги? Конечно, сокращение ожидания однозначно будет, потому что здесь, во-первых, у нас диагностические мощности увеличиваются, так как мы это является структурным подразделением Национального центра медицины, и все флагманское оборудование, оно будет использование для ресурсов Национального центра медицины также, для всех пациентов. Где-то мы по объему на сегодняшний день, объему у нас распределяет наш регулятор, это Министерство здравоохранения и территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Саха-Якутия. Согласно по их объемам мы около 50 тысяч пациентов будем в год проводить лечение в стенах нашего центра. А как обстоит дело с кадрами? Как я уже выше упомянул, кадры на сегодняшний день полностью укомплектованы. И также у нас основная часть опытных специалистов переезжает с Республиканской больницы номер 1 с нашего центра и с Республиканской больницы номер 2. Это уже действующие специалисты, которые работают. Здесь, конечно, хочется отметить именно высокие технологии. Именно с появлением нашего центра, это начиная от
укорочение периода постановки диагноза, так как у нас все оборудование сейчас 5-е поколение, оно сделано так, чтобы короткий период исследования, например, у нас компьютерный томограф Siemens, он буквально за 3 секунды может сделать 1153 оборота, за один оборот срезов сделать, и буквально за 3 минуты мы можем полностью отсканировать человека полностью, и это с минимальной рентген-нагрузкой. И это, конечно, тоже даст в первую очередь именно сокращение времени постановки диагноза, которое необходимо. МРТ-аппарат тоже у нас флагманский в этом центре поставлен. Это новая технология безгелиевая, и здесь, конечно, наши специалисты получат очень много возможностей для развития профиля. А какие высокотехнологичные операции будут проводиться? Ну, наш Национальный центр медицины на сегодня выполняет все высокотехнологичную медицинскую помощь на международном уровне, да, и здесь также будут выполняться операции на открытом сердце с использованием искусственного кровообращения. Также, я повторяюсь, будут внедрены такие технологии, как именно эндоваскулярная технология, это пластика митрального клапана, аортального клапана и все цереброваскулярные патологии, которые на мировом уровне сейчас есть, они будут внедрены в стенах нашего центра. И хочется сказать, что к нам в конце апреля у нас открытие центра, и в рамках открытия к нам приезжают наши ведущие специалисты нашей страны, которые самые мощные центры. Институт Склифосовского направляет нам специалистов для внедрения новых технологий. К нам приезжает заведующий кафедрой, зав. Отделением Института Склифосовского рентгенхирургии Коков Леонид Сергеевич, который даст дальнейшее развитие для наших специалистов. А планируются ли операции по пересадке сердца? Ну, вообще пересадки органов в Национальном центре медицины, они с 2001 года. В 2016 году мы впервые провели кадаверную пересадку органа, и в 2018 году бригадой наших специалистов была успешно выполнена пересадка сердца. Да. Но здесь хочется отметить, что именно пересадки сердца – это объемы федеральные. Здесь у нас есть регулятор, который распределяет эти объемы. Если как таковые объемы будут, наш центр полностью укомплектован, также специалисты готовы к выполнению данных операций в полном объеме. Вы долго работали в центральных клиниках страны. Будут ли задействованы ваши личные связи в части организации повышения квалификации кардиологов и хирургов центра? Ну, в нашем центре традиционно такие традиции есть, и до моего руководства очень хорошие контакты были с ведущими федеральными центрами, которые мы продолжаем эти добрые традиции. И, конечно, во благо развития здравоохранения нашей республики мы делаем все, в том числе и подключаем, может, личные связи для развития и для доступности качества оказания медицинской помощи. А может ли центр принимать пациентов из других регионов страны? Да, согласно федеральному закону 323-му, каждый гражданин Российской Федерации может получить помощь в медицинской организации, где он хочет получить эту помощь. Да. Если как таковые региональные квотирования будут, наш центр тоже готов принимать из других регионов на специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь. И сегодня мы тоже практикуем данную. Практика есть такая. А как вы будете взаимодействовать с центральными районными больницами? Да. Хочется сказать, что наш центр, он укомплектован мощным методологическим центром. Это ситуационный центр называется, где будет сконцентрирована основная группа специалистов, которые мы должны научить наших специалистов районных, и каждый пациент, который стоит в мониторинге, он должен быть обеспечен полным объемом оказания медицинской помощи. И если такая помощь есть, мы должны мониторить, также составлять программы, поэтапные программы реабилитации, а также лечения данных пациентов. И хочется сказать, что
в нашем новом центре будут представлены основные кафедры нашего медицинского института Северо-Восточного федерального университета. И наш университет, он должен быть именно путеводителем в нашем развитии в плане науки, исследований, и он будет основным гарантом развития здравоохранения в целом. И целый 8-й этаж практически он представлен кафедрами нашего университета. А как быть с пациентами из далеких наследков республики? У нас есть приказ маршрутизации, который нам спускает регулятор. И согласно направлениям, в основном пациенты, они идут с первичного звена. Национальный центр медицины является центром 3-го уровня по маршрутизации. И по направлению на сегодняшний день мы принимаем всех пациентов для оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. А будут ли оказываться какие-то платные услуги? Ну, во всех медицинских организациях есть платные медицинские услуги, но так как у нас больница скоропомощная, здесь платные услуги, они уходят на второй план, и они не будут такой первоочередной политикой нашего центра. Технологии совершенствуются каждый день. Как будет налажен процесс внедрения новшеств в работу центра? Ну, как я сказал, сегодня у нас все операционные залы, а также гибридные операционные, они установлены, это все интегрированные операционные залы, то есть мы можем проводить операции с любой медицинской организацией мира совместно, а также консультативную помощь как интраоперационно и дооперационном периоде. И вот в рамках открытия у нас как раз совместно с институтом, научно-исследовательским институтом скорой помощи города Москвы мы проведем интегрированную операцию именно в стенах нашего кардиососудистого центра. Вот откроется торжественно центр, а когда он начнет работу в полном объеме? В полном объеме мы начнем поэтапно открываться. Это в полном объеме мы заработаем после открытия, как только получим все лицензионные документы. Сейчас идет процесс лицензирования, и как только на вид деятельности лицензии и отработаем все мелкие замечания, как получим лицензию, мы начнем работать. На сегодняшний день все аппликационные мероприятия завершены. Полностью оборудование работает в полном объеме, и диагностика уже специалисты начали заниматься диагностическими мероприятиями. Станислав Николаевич, успехов вам в работе. Спасибо, что пришли к нам в студию. Гостем в студии сегодня был Станислав Жирков, генеральный директор Республиканской больницы номер 1 Национального центра медицины. Оставайтесь на нашем телеканале.